Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на установочном вебинаре, который посвящен республиканскому конкурсу «Лучшая управленческая команда образовательной организации». Рад всех приветствовать. Если есть какие-то проблемы со связью, то, пожалуйста, отразите это в чате. И обращаю также ваше внимание, что вы можете в чате задавать все интересующие вас вопросы и, соответственно, в специальной вкладке «Вопросы». Я постараюсь недолго занимать ваше время, поскольку расскажу об основных положениях этого конкурса. Конкурс проводится в республике у нас впервые, и этот конкурс является командным конкурсом. Я думаю, что для образовательных организаций разных видов и типов это будет интересно, но давайте об этом по порядку. Как и любое конкурсное испытание, в данном случае оно преследует тоже определенные цели и, соответственно, задачи. Целью данного конкурса является, конечно же, поддержка профессионального мастерства руководящих работников образовательных организаций Республики Коми, ну и часть задач, которые здесь обозначены, представлены на слайде. Я остановлюсь лишь на некоторых. В первую очередь, конечно же, участие в конкурсных испытаниях позволяет актуализировать управленческий потенциал работников образовательных организаций, также инициирует, так скажем, новые идеи и стимулирует дальнейшее развитие творческих качеств, лидерских качеств управленческих команд. Это, конечно же, выявление, информационная поддержка лучших управленческих практик образовательных организаций Республики Коми и так далее. Нужно отметить, что конкурс проводится в рамках ряда программ комплексных, в том числе по обеспечению высокого, так скажем, качества образования в Республике Коми, где одним из направлений как раз является организация деятельности с руководителями, в целом с руководящими работниками образовательных организаций Республики Коми. Тоже может принимать участие. Какие, собственно, номинации в данном случае у нас для этого имеются? Да? В конкурсе принимают участие руководящие или педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования Республики Коми, условно объединенных в управленческую команду, возглавляемую руководителем образовательной организации. Количество человек в команде должно быть ровно 3. В связи с этим, посмотрите, пожалуйста, участниками могут быть руководитель, например, директор школы, либо директор организации дополнительного образования, либо заведующий детским садом, либо это может быть, например, директор интернатного учреждения и так далее, и так далее. Это могут быть заместители руководителя, для которых данная должность является основной, или педагогические работники, выполняющие в данном случае функции заместителей. Например, это могут быть старшие воспитатели в детских садах, это могут быть непосредственно все заместители в общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования и так далее. К числу участников команды могут быть непосредственно включены, конечно же, еще и методисты, если таковые имеются в данном случае в составе образовательных организаций, или, например, руководители методических объединений, педагогов образовательной организации и так далее. То есть по усмотрению образовательной организации. Может возникнуть сразу же вопрос, обязательно ли участие руководителя в данном случае в составе данной команды, поскольку мы понимаем, что, скорее всего, в связи с многозадачностью, с которой сталкивается любой руководитель, он не всегда может участвовать, в том числе и в очных мероприятиях и так далее. В этом отношении нужно сразу сказать, что позиция оргкомитета, конечно же, связана с преимущественным участием руководителя в составе данной команды. Если же не получается, не происходит, не позволяет в данном случае какие-то факторы, либо иные условия, так скажем, принять участие в данном конкурсе, то естественным образом в заявочной уже непосредственно информация об этом будет указана. Резюмируя, еще раз хочу сказать о том, что это в данном случае 3 человека, менее или более в данном случае уже нами, так скажем, рассматриваться подобные заявки не будут. Ну и еще раз обращаю ваше внимание, что это работники, которые являются, собственно, руководящими или относящимися к административному управленческому корпусу образовательной организации, а также педагогические, если в этом случае, например, не получается создать полноценную, условно говоря, команду, состоящую из 3 человек.
Количество команд-участниц в данном случае на каждом этапе у нас предполагается 2 этапа, это заочные и, соответственно, очные, определяется оргкомитетом. Естественным образом, на основании прохождения ряда процедур, в частности, конкурсных испытаний и так далее. Да? И, соответственно, в данном случае мы как раз говорим о том, что есть определенная этапность в определении, так скажем, и участников очного тура, и, соответственно, подведения итогов и так далее, и так далее. Хочу обратить ваше внимание на номинации. Первое – это лучшая управленческая команда организации дошкольного образования детей. То есть в рамках этой номинации у нас непосредственно будут участвовать управленческие команды дошкольных образовательных учреждений Республики Коми. Смотрите на то, что в самом начале указано непосредственно общего образования, да, то есть мы в этом отношении рассматриваем в совокупности и дошкольного, и начального, и основного, и среднего общего образования в целом. Вторая номинация – это лучшая управленческая команда общеобразовательных организаций. Вот здесь могут быть нюансы в связи с тем, что к участию в данном конкурсе могут присоединиться непосредственно не только управленческие команды общеобразовательных организаций, но и, например, это могут быть управленческие команды детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо это управленческая команда, допустим, специальных коррекционных учреждений, либо это непосредственно команда интернатных учреждений и так далее. Так вот, вот данные номинации, если у нас в данном случае все будет, конечно же, зависеть от участников, от количества участников и так далее, она может дополнительно быть дифференцирована, о чем непосредственно, конечно же, известит оргкомитет конкурса, когда будет непосредственно фиксировать участников очного этапа. И третья номинация – это лучшая управленческая команда образовательных организаций дополнительного образования детей. То есть вот 3 номинации, в рамках которых будет проводиться непосредственно конкурсный отбор. Уже вижу ряд вопросов в данном случае. Ольга Юрьевна, спасибо, что задаете. Действительно, положение будет действительно разослано, да, то есть и на официальном сайте института также будет размещено. И обо всех этих нюансах в данном случае вы сможете непосредственно уточнить, изучив данное положение, либо обратившись непосредственно напрямую к оператору. Спасибо, что реагируете. Ну и, конечно же, также мы обращаем еще раз внимание на то, что детские сады, в данном случае управленческие команды детских садов, принимают участие в этом конкурсе. Управленческие команды организации дополнительного образования детей также принимают участие в этом конкурсе. О нюансах непосредственно второй номинации я уже сообщил. Несколько слов о порядке. Итак, конкурс стартовал 17 мая. Это означает, что есть определенное, так скажем, да, положение по проведению установочного вебинара. И 18 мая в данном случае мы непосредственно проводим его. И посмотрите, пожалуйста, заочный этап, он очень такой продолжительный, пролонгированный. Да? Это сделано для того, чтобы не форсировать в настоящий момент события, так скажем, да, поскольку мы понимаем, что конец года и, соответственно, отпускной период, это может быть не совсем удобно и так далее. Но в любом случае мы считаем, что подобный лимит времени, то есть практически 3,5 месяца, ну чуть меньше, так скажем, да, позволит подготовить, условно говоря, непосредственно конкурсные испытания заочного этапа, о которых я скажу несколько позже. Ну, а посмотрите, пожалуйста, 2 последние недели, то есть примерно это с 13 сентября по 30 сентября, да, то есть это не тот период в данном случае, когда будет ежедневно проводиться какие-то определенные конкурсные испытания, это просто временной промежуток, да, в данном случае, в который будет планироваться очный этап конкурса. И, естественно, все те, кто пройдет на очный этап конкурса, будут о данных сроках оповещены отдельно. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Очный этап может проводиться в том числе в онлайн-режиме. То есть фактически это не обязательно, что очное мероприятие пройдет на базе института. У нас есть опыт проведения ряда республиканских конкурсов, где мы, организуя непосредственно проведение конкурсных испытаний в онлайн-режиме, в общем-то, это позволяет нам непосредственно оценить деятельность разных, в данном случае, участников в рамках индивидуального участия, парного участия. Ну вот попробуем непосредственно с командой.
Итак, резюмируя, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что заочный этап условно начинается с 20 мая и длится он до 1 сентября 2021 года, где нужно будет выполнить определенные, так скажем, действия, да, управленческой команды образовательной организации. А, собственно, очный запланирован уже во второй половине сентября. И каким образом он будет проводиться непосредственно, мы также проинформируем уже всех тех участников, которые перейдут на этот очный этап. Итак, посмотрите, пожалуйста, для того, чтобы принять участие в конкурсе, соответственно, в положении об этом конкурсе у нас будет представлена форма заявки, где будет обозначено как раз вот эти три непосредственно персоны, составляющие управленческую команду образовательной организации. Ну и, соответственно, на основании полученной информации, на основании данных заявок мы будем направлять в данном случае содержание некоторых, в общем-то, заданий, так скажем, да. Одно из них непосредственно связано с выполнением кейса, и оно будет выполняться в данном случае уже в этот период. Об этом я расскажу попозже, когда мы будем рассматривать каждое конкурсное испытание. Помимо этого, нужно будет пройти в данном случае регистрацию до 1 сентября 2021 года по ссылке. Вы видите ее здесь. Она также будет представлена в информационных материалах по итогам вебинара и в самом приказе и так далее, где управленческая команда разместит электронную ссылку на облачное хранилище или в какое-то иное место, где будут непосредственно размещены материалы заочного этапа. Это может быть официальный сайт образовательной организации участника или, как здесь уже обозначено, да, облачное хранилище. По сути, основанием для неучастия в заочном этапе у нас, по крайней мере, нет. Да? То есть мы фактически говорим о том, что если действительно управленческая команда, например, не представит информацию по какому-то конкурсному испытанию, то фактически она может быть каким-то образом, да, отсеяна и прочее. А так мы ожидаем, что это предоставит возможность любой образовательной организации, за исключением, наверное, организации профессионального образования, принять участие непосредственно в этом конкурсе. Ну и что же в данном случае представляет собой, да, данное конкурсное испытание? Начнем мы с вами с заочного этапа. Хочу сразу сказать, что на заочном этапе у нас представлены 3 конкурсных испытания. О них подробнее я сейчас как раз расскажу. Далее я расскажу как раз о том, каким образом будут отбираться команды на очный этап и какие конкурсные испытания в данном случае уже будут характерны для очного этапа конкурса. Первое конкурсное испытание, которое необходимо будет выполнить управленческой команде. Конкурсное испытание, которое называется «Визитная карточка». Его цель заключается в том, чтобы управленческая команда осуществила самопрезентацию, то есть представляются непосредственно участники конкурса и раскрываются ведущие управленческие идеи, личностные и профессиональные качества членов команды, которые как раз способствуют достижению непосредственно управленческих результатов. Да? Посмотрите, пожалуйста, видеоролик, как правило, это вот тот формат, который предлагается, должен быть продолжительностью не более 5 минут, с возможностью воспроизведения на большом количестве устройств. Они здесь перечислены с разрешением видеоизображения не ниже 360, ну и размещенный в данном случае в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет. Здесь обращаю ваше внимание, видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием фамилии, имени, отчества участников, должности, образовательной организации, которую они представляют. Ну и участники самостоятельно определяют жанр видеоролика. То есть здесь мы не рекомендуем что-либо, но это может быть интервью, это может быть репортаж, это может быть мультфильм, видеоклип и так далее. Регламент в данном случае выступления это до 5 минут, оценивается по 4 в данном случае критериям, и где каждый из критериев оценивается, как, собственно, и в любом последующем конкурсном испытании, с помощью 3-бальной шкалы. 0 баллов означает, что показатель не проявлен, не продемонстрирован в материалах, либо в данном случае уже на конкретном очном испытании. 2 балла показатель проявлен в полной мере, ну а 1 балл это промежуточное такое состояние, показатель проявлен частично. Какие критерии оценивания в данном случае используются для оценки видеороликов? То
то есть представляющий собой визитные карточки управленческих команд. Это логичность выстраивания сюжета. Содержание презентации отражает или раскрывает специфику образовательной организации. Это качество визуализации. И четвертый критерий – это грамотность, культура публичного выступления и подачи материала. Итак, первое – это подготовка видеоролика, визитной карточки управленческой команды. Второе, по сути, испытание. Попробуем мы его провести как раз в рамках командного состязания. Называется конкурсное испытание Must Have «Психология лидеров образования». То есть, что предполагает в данном случае? Управленческие команды демонстрируют систему определенных знаний, в данном случае это психологические знания, которые используются ими при решении управленческих задач, при этом используя в данном случае или представляя в визуальной форме. Что такое must-have? Как правило, это трендовая информация из различных областей знания в рамках конкурсного испытания, то есть психологии, используемая в данном случае управленческой командой для решения управленческих задач. Формат конкурсного испытания – это рекламное представление команды и участницы в визуальной форме карты или чек-листа знаний, умений, понятий из области психологии на каждый день. То есть это то, что позволяет нам ежедневно, условно говоря, решать любые управленческие задачи, ну, например, связанные со взаимодействием с людьми, которые делают команду участника эффективной с точки зрения достижения результатов управления. И вот здесь как раз появляется возможность продемонстрировать управленческой команде свои, может быть, лайфхаки, свои какие-то наработки, так скажем, да, именно то, что позволяет вам решать достаточно большое количество задач, при этом эффективно решать, в данном случае, да, управляя образовательной организацией в целом. Чек-лист представляет собой документ или список, описывающий параметры, компоненты, критерии задачи, структурированные особым образом с целью достижения поставленной задачи, например, управленческой задачи и так далее. Регламент. То есть здесь вы представляете, управленческая команда, тематическую карту или чек-листа, представление чек-листа об используемых на каждый день знаниях, умениях, понятиях из области психологии в форме визуального образа, выполненного в любом графическом редакторе. Например, Canva и так далее, и так далее. Никто не заставляет в данном случае использовать какие-то сложные графические редакторы. Если удобно это сделать в Word, перевести в PDF и так далее, определенная визуализация, это допустимо, это не проблема. На самом деле это просто такой лаконичный документ, который визуализирует ваши представления о том, какие же знания могут помочь решать очень многие управленческие проблемы. Порядок оценивания здесь такой же. Здесь используется всего лишь 3 критерия оценивания с максимальным количеством баллов 2 балла, и поэтому за это конкурсное испытание управленческая команда может получить 6 баллов. Первый критерий оценивания – это корректность использования понятий и терминов. Второй – это полезность представленной информации для руководителей образовательных организаций, то есть в контексте, насколько, допустим, данные чек-листы или карты могут быть тиражированы и так далее, и так далее. То есть могут быть универсальны в каких-то случаях и прочее. Ну, а также качество визуализации. Мне хотелось бы сейчас представить несколько вариантов. Они взяты из открытых источников в интернете. Ну, например, условно говоря, вы видите, здесь есть ссылка, в частности, это не наша авторская разработка, поэтому просто как пример, вы видите условное название чек-листа или карты «Мой рабочий день», где фактически здесь дифференцированы определенные непосредственно области и в качестве списков представлены непосредственно пункты, которые представляют собой так называемый чек-лист, так скажем, да, деятельности каждого человека. Это такой утверждающий чек-лист. Есть такой пример наоборот, анти-чек-лист. То есть вот здесь это travel в данном случае, то есть по поездкам и так далее. Да? То есть какие альтернативы можно в данном случае использовать для того, чтобы определенным образом, например, удешевить отдых непосредственно, либо там, закупки и прочее, будучи, например, в каком-то определенном городе и так далее. То есть фактически по содержанию это может быть не только утверждающее что-либо, например, да, но и наоборот. В частности, предоставляющее возможность преодолеть стереотипы, которых в управленческой деятельности появляются и существует достаточно много.
Поэтому такой вариант это тоже допустим. И здесь, конечно же, управленческая команда, она в данном случае может быть вольна в определении того, как это будет выглядеть, какие графические образы, естественно, могут быть использованы и так далее. Но хочу сразу предупредить, что здесь мы должны учитывать авторское право. Еще раз обращаю ваше внимание, что представленные чек-листы не являются нашей разработкой и являются в данном случае примерными. Следующее, третье конкурсное испытание заочного этапа – это кейс. Я уже сказал, что после того, как мы в данном случае получаем заявки, да, от образовательных организаций на тот электронный адрес, с которого была в данном случае направлена заявка, мы направляем непосредственно содержание кейса, который необходимо будет решить управленческой командой и представить в виде уже презентации. Давайте по этому поводу чуть подробнее. Итак, цель конкурсного испытания – это демонстрация участниками команды практических навыков в реальной управленческой ситуации. То есть содержанием кейса будет реальная управленческая ситуация, которая будет подобрана или в данном случае составлена с учетом номинаций конкурса. То есть для организации дополнительного образования свой кейс, для организации, которая осуществляет непосредственно подготовку детей дошкольного образования, условно, на уровне дошкольного образования, тоже свой, и для общего образования в том числе. То есть это не будет единый, но очень довольно-таки схожий, так скажем, да, потому что мы должны поставить, в общем-то, всех участников в равные условия. Формат конкурсного испытания. Решение участниками конкурса управленческого кейса и его презентация. То есть содержание кейса будет представлены определенные вопросы, ответы на которые необходимо будет уже каким-то образом представить или предложить управленческие решения. Ну и презентация с основными положениями решения и выводами выполняется в традиционных форматах презентации, да, PDF или PPS и так далее, не более 10 слайдов. Здесь в данном случае кейсы будут включать либо типовые, либо наоборот нестандартные проблемные ситуации управления образовательными организациями. Тематическое направление конкурсного задания будет определяться с учетом заявленных номинаций, и тематическое направление в данном случае условно можно дифференцировать на управление результатами, например, управление вопросами, связанными с качеством образования на основании имеющихся, например, каких-то внешних оценок и прочее. Управление кадрами, например, связанное в данном случае с конфликтной, может быть, ситуацией и не только. Управление процессами, ресурсами и так далее. То есть вот та типология, которая может лечь, так скажем, в основу содержания кейсов. Дальше хочу обратить ваше внимание, что тип непосредственно кейсов будет определен для всех номинаций одинаково. То есть если это типовая ситуация, то значит типовая ситуация для всех номинаций. Если это проблемная либо нестандартная какая-то ситуация, например, с недостаточными либо с избыточными данными, условно говоря, и так далее, то она будет таковой же для всех непосредственно образовательных организаций, но с учетом непосредственно их специфики. Регламент в данном случае – это представление решения кейса в форме презентации, и последовательность непосредственно решения кейсов в рамках заданной ситуации предполагает, то есть что отображается, условно говоря, в презентации. Это иллюстрация управленческой проблемы, то есть как непосредственно управленческая команда ее осознала, поняла, в данном случае выделила, вычленила из, может быть, контекстной информации и так далее. Это вторая условная часть, презентация решения или варианта решения проблемы. И также анализ и оценка проблемной управленческой ситуации. То есть, есть ли риски предлагаемого решения, если да, то как их минимизировать и прочее. Вот все эти моменты, все эти нюансы можно будет отразить непосредственно уже в этой презентации, в решении и прочее. Порядок оценивания. Все оценивается в заочном режиме, естественно, от 0 до 2 баллов. Здесь используется 5 критериев, поэтому максимальная оценка 10 баллов. Какие критерии оценки конкурсного испытания в этом случае используются? Соответствие решения сформулированным в кейсе вопросом. В данном случае мы можем ориентироваться на экспертное решение предлагаемого кейса и так далее. Научно-теоретическая обоснованность решения кейса. Применимость решения на практике, оригинальность подхода, которая в данном случае демонстрируется управленческой командой, глубина проработки проблем. И вот эти 5 критериев как раз лягут, в общем-то, в основу
оценки того решения, которое представит в форме презентации управленческой команды. Уважаемые участники нашего вебинара, хочу сказать, что вот это первые те 3 конкурсных испытания, которые необходимо будет до 1 сентября выполнить управленческим командам и в рамках уже, так скажем, регистрации, заполнения регистрационной формы, поскольку там нужно будет еще приложить и фотографию команды и так далее, поскольку мы будем размещать непосредственно информацию и прочее, прочее. Соответственно, ссылку на решение и так далее до 1 сентября. Резюмируя, видеоролик с визитной карточкой. Второе – это визуализация в виде карты либо чек-листа непосредственно тех психологических знаний, которые могут быть использованы любым руководителем на каждый день для решения любых управленческих вопросов и так далее. И третье – это решение кейса. Это решение кейса, которое представляется в виде непосредственно презентации и анализ, так скажем, который позволит нам в данном случае оценить непосредственно предложение управленческих команд. Далее. Мы используем первые 2 недели, условно говоря, сентября для того, чтобы подвести итоги заочного этапа и, соответственно, подвести промежуточные итоги. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов участников заочного этапа конкурса в соответствии с утвержденными оргкомитетом критериями. По результатам оценки представленных участниками материалов определяется сумма баллов каждой команды и составляется общий рейтинг участников по каждой номинации отдельно. В очный этап конкурса проходит 5 команд в каждой номинации, занявшие 1-5 места общего рейтинга в каждой номинации и набравшие при этом более 65% от максимального количества баллов. В иных случаях оргкомитет конкурса самостоятельно определяет участников очного этапа. Результаты заочного тура будут размещены на официальном сайте оператора, то есть на сайте института. Вот здесь требуются определенные пояснения. Если все-таки вопросы у вас возникнут, то, пожалуйста, пишите в чате, либо в специальной вкладке. Мы достаточно часто сталкиваемся, что не всегда качество конкурсных материалов достаточно высокое. В связи с этим непосредственно мы и устанавливаем определенные, так скажем, границы, которые позволяют в данном случае преодолеть в рамках рейтинга определенные, так скажем, проблемы, связанные с представляемыми материалами и так далее. Посмотрите, пожалуйста, первое. По 5 команд мы определяем в каждой номинации отдельно. Если, конечно же, у нас будут дополнительные какие-то дифференциации в номинации по общему образованию, мы об этом обязательно, конечно же, скажем, разместив официальную информацию на сайте института. То есть мы допускаем, что, например, если детские дома и так далее, специально-коррекционные интернатные учреждения примут активное участие, то мы их выделим в самостоятельную номинацию. И это допустимо, почему бы и нет. Дальше. При этом, конечно же, нам бы хотелось, чтобы материалы, конкурсные материалы, да, были оценены, ну, условно говоря, практически на 2/3. То есть имеется в виду от общего максимального количества за заочный непосредственный этап конкурса. Вот поэтому и введены в данном случае данные критерии, данные параметры. Дальше. Я напоминаю, что очный этап планируется провести с 13 по 30 сентября. Ну, это еще обусловлено тем, что, во-первых, как правило, в этот период у нас проводится также еще очный этап конкурса руководителей образовательных организаций, в данном случае, который именуется как директор, да, лучший директор школы и так далее. И поэтому для того, чтобы мы не, в общем-то, в достаточно комфортных условиях провели все вот эти конкурсные процедуры, мы и определяем данный временной промежуток, данный лимит. Что в очном туре? Еще раз обращаю ваше внимание, что он может проводиться по решению оргкомитета, и это обозначено в положении, в том числе и в онлайн-режиме. Да, на настоящий момент, на самом деле, при хорошем качестве связи и так далее, это допустимо. И, в принципе, мы поняли, что это эффективно, в том числе и даже самим участникам. Им особо не нужно выезжать, решать какие-то вопросы, связанные с пребыванием в Сыктывкаре. Например, если вы располагаетесь в каком-нибудь городе, либо населенном пункте, в сельском населенном пункте, очень отдаленном и так далее.
У нас всего будет 2 конкурсных испытания на научном этапе. Первое – это презентация опыта формулы эффективного управления в рамках трендов современного образования. Обратите, пожалуйста, внимание, да, на то, что здесь управленческая команда должна продемонстрировать управленческие умения и навыки, а также способность к анализу, осмыслению и представлению своей управленческой деятельности с учетом реализации одного из трендов образования. Участники самостоятельно выбирают один из трендов современного образования, в соответствии с которым представляет собственную формулу эффективного управления. Конкурсное испытание поэтому так и называется: презентация опыта, формула эффективного управления в рамках трендов современного образования. Относительно трендов, например, мы достаточно часто сейчас слышим о цифровизации управления. Цифровизация и в целом создание цифровой образовательной среды, образовательной организации, в том числе для решения управленческих задач, вопросов, тоже может быть использован как тренд и прочее. Но мне хотелось бы, чтобы вы это рассматривали как пример, а не как обязательное, так скажем, требование к участию в данном испытании. Любая управленческая команда, которая пожелает принять участие в этом конкурсе, самостоятельно в выборе данных трендов и так далее. Публичная командная презентация в тезисной форме концептуальных управленческих подходов, основанных на опыте работы в соответствии с выбранным трендом образования. Это формат конкурсного испытания. Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией, где-то до 20 слайдов. Регламент конкурсного испытания следующий, то есть 10 минут на выполнение, в данном случае, на представление, на презентацию формулы эффективного управления и ответы на вопросы, в данном случае жюри, да, до 5 минут. То есть здесь в данном случае действительно это готовится заранее, дополнительно, условно говоря. Я думаю, что те 2 недели как раз могут быть для этого использованы при подготовке к конкурсному испытанию. И, соответственно, посмотрите, пожалуйста, данное конкурсное испытание оценивается по 6 критериям. Максимальная оценка критерия 2 балла, и поэтому максимальное количество баллов, которое можно получить здесь, 12. Какие критерии используются? Полнота раскрытия составляющих формул управления в рамках тренда. Использование в содержательной части каждого слагаемого формулы управления реальных показателей деятельности образовательной организации. Степень коллегиальности предполагаемых усилий, культура публичного выступления и качество командного взаимодействия, рефлексивная культура и качество обратной связи, качество визуализации. Уважаемые коллеги, у кого в данном случае проблемы со звуком либо с картинкой, пожалуйста, перезагрузите, и, соответственно, вы сможете к нам присоединиться. Данные критерии будут использоваться для оценки подобной презентации. Итак, управленческая команда выбирает в данном случае определенный тренд современного образования и представляет свою формулу эффективного управления образовательной организацией. Данная формула, как мы с вами помним, например, из курса математики, она может представлять собой некоторые, условно говоря, составляющие. И вот в отношении этих составляющих и будут анализироваться, насколько в данном случае заявленная составляющая в этой формуле представлена, отражает непосредственно и связана с деятельностью образовательной организации и так далее. Второе конкурсное испытание на научном этапе – это решение кейса. Конкурсное испытание называется «Проектный офис». Демонстрация управленческой команды профессиональных компетенций и личностных качеств в области проектирования управленческих решений. Здесь будет непосредственно предоставлена возможность управленческой команде разработать и презентовать управленческий проект по материалам кейса в условиях командного взаимодействия. И здесь форма защиты, представления проекта будет выбираться в данном случае командой уже самостоятельно. Команда будет в данном случае работать самостоятельно, она не будет объединяться с какой-либо командой и так далее. То есть фактически мы оцениваем как раз возможности управленческой команды в ситуации решения реального управленческого кейса, так скажем, да. Проект должен быть направлен на решение актуальной проблемной ситуации в области управления образовательной организацией, либо администрирования и обеспечения ее эффективной деятельности. Кейс будет представляться, да, если в данном случае мы говорим о очном этапе перед жюри и так далее,
И, соответственно, с учетом номинаций и прочее, и посмотрите, пожалуйста, да, для его решения будет предложен определенный лимит времени, то есть будет отведено 3 часа. Далее, при этом мы будем использовать непосредственно еще и время для презентации проекта и для вопросов для ответов на вопросы членов жюри, а также, собственно, на представление проблемной ситуации. У нас также есть, собственно, план проведения, если что-либо не получится, условно говоря, данного конкурсного испытания в онлайн-режиме, о чем мы, естественно, сообщим по регламенту, если будет принято оргкомитетом подобное решение, о проведении очного этапа в онлайн-режиме. То есть как это будет проводиться, мы согласуем это со всеми участниками непосредственно очного этапа, то есть как им будет удобно для того, чтобы непосредственно мы все-таки провели это конкурсное испытание. 6 показателей, 12 баллов, как я уже сказал, да, как в предыдущем, наверное, случае. Какие критерии используются? Характер определения проблемной цели проекта, убедительность и аргументация предлагаемых управленческих решений, инновационный подход к решению поставленной проектной задачи, полнота, реализуемость и реалистичность проекта, культура публичного выступления, качество командного взаимодействия, также рефлексивная культура и качество обратной связи. То есть в том числе, как вы отвечаете на вопросы, да, будет учитываться и анализироваться непосредственно членами жюри. Ну и как подводятся, собственно, итоги, это, наверное, последняя, в общем-то, информация по конкурсам, по конкурсу. Еще раз хочу обратить ваше внимание, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. По результатам оценки конкурсных испытаний будет определяться победители, призеры и участники конкурса. Вы помните, что в каждой номинации у нас именно по 5 управленческих команд переходит из заочного этапа на очный. Победителем является команда конкурса, набравшая максимальное количество баллов по итогам очных этапов конкурса. Призерами являются участники конкурса, соответственно, занявшие 2 и 3 места в рейтинге по итогам очных этапов конкурса. И в случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, учитывается место участника в рейтинге по итогам заочного этапа конкурса. Но это делается для того, чтобы мы могли чем-то оперировать в данном случае при принятии решения оргкомитетом о победителях и призерах. Награждение осуществляется дипломом института, участники получают сертификаты участника, в данном случае очного этапа и так далее. Участники заочного этапа также получат непосредственно сертификаты участников и так далее. Информация о победителях и призерах размещается на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, на сайте института, на портале «Открытое образование Республики Коми», где ведется, собственно, реестр, в данном случае, лучших директоров школ. Ну, у нас появится новая рубрика – это «Лучшие управленческие команды». А также иные призы, если таковые будут в данном случае предоставлены оргкомитетом, и непосредственно об этом мы узнаем уже на церемонии награждения. Церемония награждения, возможно, будет проводиться на официальных мероприятиях, организованных Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. В частности, это образовательный форум «Образование государства общества». Поэтому фактически после уже 30 сентября все победители и призеры, наверное, будут приглашены на какую-то особую, может быть, церемонию и так далее. Об этом мы тоже уже узнаем ближе непосредственно к сентябрю. И в приказе о проведении очного этапа конкурса, где будет прописан регламент, форма проведения и так далее, будет уже, а также участники очного этапа, конечно же, будут представлены полностью. Оператором конкурса выступает институт, и в частности Центр научно-методического сопровождения программ проекта в области образования. Вы можете по всем вопросам в первую очередь обращаться непосредственно ко мне по телефону в Сыктывкаре, код Сыктывкара 8212, телефон 28 60 11, добавочный 339. Ну, а также помогать нам в этом конкурсе будет Ленсана Лапшина, старший методист Центра научно-методического сопровождения программ проекта в области образования. Ее добавочный номер по тому же телефону 331. Уважаемые коллеги, в общем-то, это вся непосредственная информация. Я буквально сейчас резюмирую по своему выступлению. И, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в чате или в специальной вкладке.
Материалы будут доступны уже после проведения непосредственно данного вебинара. Точно так же будет доступна запись в видеозале института в разделе «Конкурсы». Вы можете еще раз к ней обратиться. Конечно, мы хотели бы, чтобы управленческие команды образовательных организаций Республики Коми приняли активное участие в этом конкурсе. Этот конкурс мы проводим впервые. Здесь мы хотели бы как раз создать условия для того, чтобы именно управленческие команды проявили себя. Ну и я думаю, что войти в историю в качестве первых в рамках первого республиканского конкурса управленческих команд в номинации «Лучшая управленческая команда». Это было бы очень, наверное, хорошо, достойно, ну и, конечно же, на века. Уважаемые коллеги, резюмируя, хочу сказать следующее. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап заочный, который стартует 20 мая и завершается 1 сентября. На заочном этапе у нас 3 конкурсных испытания. Это видеовизитка команды, это представление в данном случае карты либо чек-листа по психологическим знаниям на каждый день. Психология лидеров образования называется это конкурсное испытание. Это решение кейса, да, который будет вам предложен в данном случае с учетом номинаций. Ну и после этого будут определены в каждой номинации по 5 управленческих команд, которые перейдут уже на очный этап. На очном этапе у нас 2 конкурсных испытания. Это презентация формы управленческого, в данном случае формула эффективного управления, да, как одно из конкурсных испытаний в рамках трендов современного образования, и уже очное решение кейса в рамках конкурсного испытания проектного офиса. Коллеги, я смотрю, что у нас нет вопросов. В данном случае еще раз обращаю ваше внимание, что вы их сможете задать непосредственно операторам конкурса. Поэтому я благодарю вас за то, что вы нашли возможность принять участие в сегодняшнем вебинаре. Желаю всем вам, конечно же, принять решение, да, поучаствовать, принять участие в этом конкурсе. Думаю, что мы с вами встретимся уже на заочных и очных этапах. Желаю всем здоровья, всего доброго.